Доброго времени суток, уважаемые жюри и судьи. Я, ученик 9 класса, Гуляев Станислав Максимович. Я представляю вам исследовательскую работу на тему уровень финансовой грамотности села Барагонцы. Руководителем является Адамова Нефтяна Алексеевна. На данном слайде мы видим карту финансовой грамотности регионов России, где региону Якутии был дан уровень D. От чего следует актуальность? Финансовое образование населения способствует принятию грамотных решений, минимизирует риски и тем самым способно повысить финансовую безопасность людей. Низкий уровень финансовой грамотности и недостаточное понимание в области личных финансов может привести не только к банкротству, но и к финансовым мошенничествам, чрезмерным долгам и социальным проблемам, включая депрессию и прочие личные проблемы. Объектом исследования является население села Барагонцы. Предметом исследования – уровень финансовой грамотности населения села Барагонцы. Целью исследования – изучение уровня финансовой грамотности. Гипотезой же – уровень финансовой грамотности населения влияет на их материальное благополучие. Чтобы проверить данные гипотезы и достичь целей, были поставлены следующие задачи. Во-первых, изучить понятие финансовой грамотности. Во-вторых, познакомиться с основами финансовой грамотности. В-третьих, провести анкетирование и опрос среди взрослого населения. В-четвертых, проанализировать полученные результаты и обобщить их. Научным методом работы стали наблюдение, анкетирование, опрос, анализ и сопоставление. Новизна исследования в том, что изучается уровень финансовой грамотности населения села Барагонцы. Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы на уроках, классных часах. В результате анкетирования было опрошено 48 человек, из которых на первый вопрос, сколько денег сейчас в вашем кошельке, на первый вариант до 1000 рублей, ответило более 66,7%. На второй вопрос, сколько вы можете прожить на всю сумму денег, которую у вас имеется на данный момент, ответило большинство на вариант Б, меньше 1 месяца. Это 60%. На третий вопрос, сколько стоит 1 день вашей работы? 33% человек выбрали вариант Б. Четвертый вопрос, откладываете ли вы часть своего дохода на черный день? Снова же 45% людей ответили на вариант Б, то есть откладываю, но сохранить не удается. Пятый вопрос. Знаете ли вы, где можно купить текущие товары по низким ценам? На данном вопросе ответило 48 людей, из которых 45% выбрали вариант А, покупая товар в ближайшем магазине. Шестой вопрос. Покупки делаю. Ответило больше 65% на вариант Б, когда эта покупка необходима. Вопрос 7. Что вы делаете с чеками ежедневного похода в магазин? Вариант А. Выбрасываю. На это ответило 52% человек. 8 вопрос. Анализируете ли вы свое финансовое состояние? Вариант А. Иногда анализирую устно. На это ответило 52% людей опрошенных. Имеете ли вы в данный момент кредиты, долги? 52% опрошенных выбрали вариант А. 10. При каком уровне дохода на одного члена семьи в месяц можно начинать планирование семейного бюджета? Большинство выбрали вариант Д, независимо от уровня дохода. Это 31%. Опрос. Финансовая грамотность. На вопрос, считаете ли вы себя финансово грамотным? 2 ответили только 10%, нет же 33%. Имея пробелы в этой сфере 57%. На вопрос, хотели бы вы повысить финансовую грамотность, ответили да, 69%, нет же 28%. Мне это не нужно 3%.
От чего следует вывод. Основная часть опрошенных понимает, что уровень финансовой грамотности у них низкий и желают его повысить. В заключении исследования мы пришли к выводу, что наша гипотеза верна. Недостаток финансовых знаний ведет к тому, что значительная часть населения, независимо от величины доходов, принимает не всегда верные решения в управлении собственными финансами. Полученные данные позволяют сделать вывод о важности финансового образования среди всех возрастных групп. Хочу выразить надежду, что в нашей гимназии будет введен спецкурс основ финансовой грамотности. Личная значимость данной работы для меня и моей семьи в том, что мы пересмотрели поток наших денежных средств. Теперь мы накапливаем сбережения, которые можно вложить в прибыльное дело. Хороший уровень финансовой грамотности полезен каждому человеку. Выигрывающим будет повышение уровня жизни и уверенность в будущем, стабильность и процветание экономики и общества в целом. Как говорил Роберт Кийосаки, если хочешь быть богатым, нужно быть финансово грамотным. Спасибо за внимание.